Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Странные беспорядки из-за школьной драки в кыргызстанском городе Каинды. Толпа в несколько сотен человек действительно громила и забрасывала камнями дома приезжих. Но межнациональный характер событий не подтверждается. 3 дня ночи не спали. В огороде с внуками спали мы. В огороде от них спали. Германия вступает в сирийскую войну. На улицах Берлина антивоенные протесты. А немецкий министр обороны говорит о необходимости увеличения армии. Но у нашей страны есть и свои собственные жизненные интересы. Качество представленных документов и фотоснимков, и видео говорит само за себя. Обвиняя Турцию в торговле нефтью с ИГИЛ, Россия предъявила миру видео нефтевозов из курдской автономии в Северном Ираке. Курды заявляют, что они торгуют собственной нефтью с Турцией абсолютно легально. Новозеландский парикмахер бесплатно делает бомжам на Урале дизайнерские прически. Таким образом, он хочет сделать мир лучше. Всем нужны внимание и забота. Неважно, белый ли ты, чернокожий, богатый или бедный. Из кыргызского города Каинды приходят тревожные сообщения о разгорающемся межнациональном раздоре. В частности, со слов местных жителей, всю прошлую неделю толпы от 300 до 1500 человек громили дома кыргызов-переселенцев из Таджикистана. Поводом к погромам, как утверждается, стала школьная драка между подростками. Между тем, как удалось выяснить нашим корреспондентам, в организации беспорядков подозреваются местные власти и правоохранительные органы. Уже отправлен в отставку глава местной милиции, а заместителя мэра города вызывают на допросы в Госкомитет нацбезопасности. Джибек Бегалиева пыталась разобраться, что же на самом деле происходит в городе Каинды. Вон там 2 комнаты сами живут, а это для внуков хотели это все делать. Обидно же, конечно. Конечно, обидно, а там вообще жить нельзя. Это случилось на прошлой неделе. Вечером, сразу после ужина, в дом переселенцев из Таджикистана вдруг ворвалась толпа людей. Толпа там было 1000-1500 людей были здесь. Все шикарные машины остановили здесь. Самые хорошие шикарные машины были здесь. Что они думаешь, молодежь? Нет, они взрослые были. Да? 3 дня ночи не спали. В огороде с внуками спали мы. В огороде от них спали. А мужчин все не было, никто не был. Кроме бабушки Айсулу, давать интервью в этом доме никто не хочет. Зять, завидев камеру, просит не снимать. Это Киолам. На него вчера там нажимали. Действительно ли на хозяина дома надавили, неизвестно, но заявление о нападении он забрал. Кроме его собственности, в тот вечер пострадали дома еще нескольких переселенцев из Таджикистана. Большинство из них этнические кыргызы. Они бежали сюда во время гражданской войны в соседней республике. И теперь любые споры между соседями часто переходят в опасные межнациональные разногласия. Вон та женщина, таджичка, обвиняет эту женщину кыргызку из Жиргетала в том, что она якобы внесла раздор между кыргызами и таджиками. Она, кстати, живет буквально через пару домов от той бабушки Айсулу. Как били окна ее соседки, она видела. Говорит, что незадолго до этого по городу ходили слухи. Кто-то сказал, что избили школьника кыргыза, кто-то рассказывал, что стычка между кыргызами и таджиками произошла на футбольном матче. После того инцидента соседи не разговаривают вовсе. Вы живете на одной улице, а не на той стороне, вы на этой, всего через 2 дома. Неужели вы не хотите пойти и просто поговорить? Не снимайте, я не собираюсь с ним разговаривать. На самом деле началась вся история с банальной школьной драки, которую межнациональной назвать вообще нельзя. Между детьми небольшая была стычка. Это не была драка, это не между кыргызами и не таджиками, это только было разногласие 2 подростков. Кто потом из взрослых решил раздуть историю, и как так вышло, что целый городок оказался на грани межнационального конфликта, власти объяснить не смогли. И даже более того, могли быть замешаны в этом сами. Что конкретно произошло-то? Давайте так сделаем. 4 камерам. Телевидение чыгарбайлы. Сейчас. Занервничав при простом вопросе, чиновник просит не снимать его. За дверью кабинета, забыв о радиомикрофоне, Адилет Осмонов неожиданно признается. В организации беспорядков в ГКНБ подозревают его. Я уже 2 дня хожу в ГКНБ. Вчера из ГУВД приезжали. И вроде это дело мы закрываем, но интервью я давать не могу. Просто у меня много завистников, оппонентов. Вот говорят, что якобы это организовал я.
По версии чиновника, на дома переселенцев в тот день напали 200-300 человек. В МВД называют цифру 60. Никто из них ответственности за свои действия не понес. Среди населения, по словам властей, проведены разъяснительные работы. Обстановка, если верить официальным сообщениям, в Каинде спокойная. Правда, буквально сегодня весь личсостав местного РОВД сдал корочки. Сотрудники не хотят работать с новым начальником. Прежнего, предположительно, сняли из-за того самого конфликта. Связаны ли между собой эти события, не знают даже старейшие жители. Сегодня, как обычно, в начале месяца резать барана идет к своему соседу Идибек Содиков. Вообще не пойму, что произошло. Раньше вроде все в порядке было. Идибек таджик, его один сосед кыргыз, другой татарин. По традиции, каждый месяц мужчины режут барана и делят его мясо на 3 семьи. На этот раз соседи решили прочитать короткую молитву о том, чтобы в их городке и стране всегда были мир и спокойствие. Дюбек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Алматы нуждающимся раздают бесплатный хлеб. Пока эта акция действует только в 2 магазинах города. Бесплатный хлеб туда привозят 90 активисток женского клуба. Они покупают его на собственные деньги, чтобы раздать нуждающимся. Маншук Асаутай о заботе, которую государство не хочет проявлять. Фармовой хлеб в 2 частных магазинах Алматы, начиная с этого понедельника, раздают нуждающимся бесплатно. Акцию «Возьми хлеб бесплатно» организовал женский клуб «Алма-Ата». Сейчас акция началась. Для меня это хорошая акция, поскольку я оказалась в сложной ситуации. Я думаю, это хорошо и для других людей. Раньше я ходила в этот магазин и брала хлеб в долг. Долг записывали, в день 1 булка хлеба, потому что иногда у меня не было денег. По словам активисток женского клуба «Алма-Ата», объединившего более 90 участниц, они выкупают на собственные деньги хлеб, который привозят в магазин, и раздают его нуждающимся. Бесплатный хлеб заканчивается к вечеру. В Аксае, например, сейчас уже в день 50 булок уходит, в лед причем. В лед даже иногда не хватает, мы докупаем. Здесь, именно в данном магазине, пока у нас уходит только по 20. Но я так думаю, что уже с сегодняшнего дня будет намного больше. Но мы рассчитываем где-то на 50 булок хлеба в день. Организаторы акции говорят, что бесплатный хлеб получают пенсионеры и малообеспеченные семьи. Проверять их материальное положение нет надобности. Продавцы знают нуждающихся в лицо. В женском клубе считают, что акция востребована и планируют ее продолжать. Маншук Асаутай, Азаттык ТВ. Узбекские власти вновь не выпустили из страны известного художника Вячеслава Ахунова. Ему уже в течение нескольких лет отказывают в выездной визе. Выставки Ахунова с успехом проходят за рубежом, но в Узбекистане его искусство не признают и даже запрещают. Недавно узбекские власти не позволили выехать Ахунову в очередной раз на его персональную выставку в Берлине, которая вызвала интерес во всей Европе. Друзья и коллеги художника считают, что власти мстят ему за гражданскую позицию по отношению к узбекскому режиму. Наш корреспондент поговорила с Вячеславом Ахуновым в Ташкенте. Я получаю эти нелепые бумажки, ответ из МВД о нецелесообразности моего выезда за границу. В чем нецелесообразность выезда художника на свои выставки? В основном, конечно, играет роль это инакомыслие. Когда ты не так мыслишь, не мыслишь не как чиновники, мыслишь не как лидер. Опасный для государства человек, потому что он не хочет вместе с ними врать, обманывать народ. Ненависть к правде, откуда она, почему так? Но это характерно для авторитарного общества. Далее в программе. Германия вступает в сирийскую войну. На улицах Берлина антивоенные протесты, а немецкий министр обороны говорит о необходимости увеличения армии. Но у нашей страны есть и свои собственные жизненные интересы. Новозеландский парикмахер бесплатно делает бомжам на Урале дизайнерские прически. Таким образом, он хочет сделать мир лучше. Всем нужны внимание и забота. Неважно, белый ли ты, чернокожий, богатый или бедный. Германский Бундестаг одобрил отправку в Сирию крупного военного контингента. Более 1200 военнослужащих будут принимать участие в борьбе с террористическим исламским государством. Также в операциях немецкой армии против ИГИЛ примут участие несколько десятков самолетов «Торнадо» и даже эсминец немецкого флота.
Сухопутная операция в Сирии может стать для Германии одной из крупнейших военных операций со времен Второй мировой войны. Немецкие военные уже принимали участие в действиях международной коалиции в Афганистане, но были выведены оттуда, в том числе и под давлением немецкой общественности. И в этот раз, во время голосования Бундестага по поводу отправки немецкого экспедиционного корпуса в Сирию, на улицах Берлина вышли сотни немецких граждан, которые требовали от парламентариев не посылать войска на Ближний Восток. Между тем, министр обороны Германии считает, что у Федеративной Республики есть жизненно важные интересы в ближневосточном регионе, и отправка войск абсолютно оправдана. Также, по мнению главы военного ведомства, Германии следует увеличить численность собственных вооруженных сил. Мы, как и все остальные, заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке стало спокойнее. Да, солидарность имеет очень важное значение, но у нашей страны есть и свои собственные жизненные интересы в установлении мира в этом регионе. Стало абсолютно ясно, что если мир рассчитывает на нас в борьбе против ИГИЛ, встает вопрос увеличения нашей армии. Тем временем ВВС Великобритании уже нанесли ряд мощных бомбовых ударов по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии. Напомним, что британский парламент санкционировал бомбежки 3 дня назад. Британия решила усилить численность авиагруппировки на своей авиабазе на Кипре, откуда бомбардировщики и истребители вылетают для проведения авиаударов по ИГИЛ. Агентство Рейтер опубликовало мнение повстанцев из так называемой Сирийской свободной армии по поводу начала британской операции в Сирии. Международная коалиция во главе США поддерживает Сирийскую свободную армию как основную политическую силу, противостоящую сирийскому диктатору Башару Асаду и ИГИЛ. Между тем, повстанцы, сражающиеся в окрестностях сирийского города Алеппо, никаких иллюзий по поводу британской воздушной операции не испытывают и настаивают на проведении наземных действий. Для нас английские бомбежки никак не меняют положение дел. Мы хотим реальных результатов. Не бомбардировки силами 50 стран, включая Англию, Францию или кого-то еще. Мы хотим не этого. Мы хотим, чтобы была проведена наземная операция. Мы хотим создания зоны безопасности. Они должны серьезно над этим работать, включая англичан. Мы хотим создания зоны безопасности. Они все, включая англичан, должны серьезно над этим работать, а не просто бросать бомбы с воздуха. Удивительно, что Англия принимает решение бомбить ИГИЛ, а не Асада. Мы воюем с ИГИЛ, с режимом Асада, а теперь еще и с курдами. Я не знаю, что сказать. Асад совершил столько злодеяний, Англия должна воевать с ним. Уже 5 лет Асад мучает сирийский народ. Тем временем в самом Алеппо, кадры откуда вы видите, идут ожесточенные бои всех со всеми. Город разрушен практически до основания. Различные противоборствующие группировки, включая ИГИЛ, солдат Асада, Сирийскую свободную армию, отряды курдов, безжалостно истребляют друг друга и гражданское население. О необходимости широкомасштабной сухопутной операции в Сирии заговорило и американское политическое руководство. В частности, госсекретарь Джон Керри признал ее необходимость, выступая на форуме ОБСЕ в Белграде. Мы осознаем, что без наземной операции мы не сможем победить ИГИЛ. Полной победы невозможно добиться только ударами с воздуха. Тем временем Россия пытается убедить НАТО в том, что Турция сотрудничает с ИГИЛ и мешает бороться с террористами. В частности, на переговорах с Керри глава российского МИДа Сергей Лавров настаивал на том, что Россия и Америка должны перекрыть сирийско-турецкую границу. Также, со слов Лаврова, он передал своим американским коллегам доклад российских военных, в котором якобы есть доказательства участия Турции в торговле нефтью с террористами. Мы обсуждали проблему борьбы с ИГИЛ, конечно, прежде всего, и Джон Керри согласился со мной, что одной из насущных и давно назревших мер является принятие мер по закрытию турецко-сирийской границы. Ну и, наверное, турецко-арабской границы, потому что это все взаимосвязано. Эти данные Джон Керри сказал, что они их изучают, пока они не уверены в том, что эти данные верные, но, на мой взгляд, качество представленных документов и фотоснимков, и видео говорит само за себя, поэтому дадим некоторое время нашим партнерам внимательно изучить то, что было представлено нашим Министерством обороны.
Однако скандал вокруг российского доклада получил неожиданное развитие. Как заявил турецкой газете «Дейли Сабах» председатель энергетического комитета парламента курдской автономии в Ираке Ширко Джавдат, российские военные, обвиняя президента Турции Реджепа Эрдогана в связях с террористами, использовали видео и фотографии курдских бензовозов, которые абсолютно легально поставляют нефть в Турцию по контрактам. Никакого отношения к ИГИЛ они не имеют. Вот что он в частности сказал. Наше Министерство природных ресурсов ранее объявило, что сотни нефтевозов доставляют нефть из Курдской автономной области в Турцию. Объяснения России основаны на неверных источниках. Мы категорически отвергаем российские обвинения. Конец цитаты. Между тем, российских военных уличили и в подделке другой важной информации в деле о сбитом Су-24. Как утверждают эксперты, специалисты российского генштаба 4 раза перерисовывали карты с маршрутом российского бомбардировщика для того, чтобы доказать, что он не пересекал турецкую границу. На этой же схеме было показано, что самолет, облетая турецкую траекторию, в последний момент для выхода на цель должен очень резко развернуться. Фактически как в вертолетном месте, что, в общем-то, фронтовой бомбардировщик эти вещи просто физически не делает. Соответственно, то есть вот эта вот кривая, которая была представлена 25 числа, для любого авиационного специалиста это, в общем-то, нонсенс. И через 2 дня, 27 числа, уже была представлена нашими военными другая схема. Но если первая это была представлена генеральным штабом, то вторая, 27-го, это уже было представлено командованием воздушно-космических сил, то есть это уже авиаторами. Вот эти две схемы, они показывают совершенно разные траектории. Более того, эти схемы, на них точка поражения самолета и место падения его обломков, они отличаются порядка на 5-7 километров. Надо понимать, что и та, и другая схема, это просто взята карта, на которую фотошопом или чем-то еще просто нарисованы эти траектории. Это не является доказательством, это не является документом или слепком фотографий или каких-то данных, полученных именно со средств объективного контроля. Россияне могут лишиться последнего безвизового места для массового отдыха. Полиция Таиланда приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи с информацией о нескольких террористических группах исламского государства, которые якобы собираются совершить теракты против россиян в королевстве. Как сообщают местные СМИ, предупреждающее письмо отправила своим таиландским коллегам Федеральная служба безопасности России. Письмо было секретным, но каким-то образом информация о нем просочилась в газеты. Вот как таиландские полицейские оценивают реальность этой угрозы. Мы подтвердили подлинность этого письма и предупредили все необходимые службы. По поводу охраны посольств, объекты охраняемы, и мы планируем еще усилить охрану. Мы следим за ситуацией. По данным агентства Рейтер, в письме ФСБ сообщается, что в Таиланд уже прибыли 10 террористов. Они сосредоточились по популярным у россиян курортам. 4 из них, по информации российских спецслужб, готовят теракты в городе Паттайя, 2 на острове Пхукет и 2 в Бангкоке. О местонахождении еще 2 террористов пока неизвестно. На всякий случай полиция Таиланда усиливает меры безопасности в местах, связанных и с другими союзниками России по борьбе с ИГИЛ в Сирии. В Крыму появилось российское электричество. Поздно вечером в Симферополь прилетел президент Владимир Путин и сразу из аэропорта приехал в Крымэнерго, чтобы запустить первую нитку энергомоста из России, который проложили по дну Керченского пролива китайцы. Она рассчитана на 200 мегаватт, но в тестовом режиме по ней передавали только 100. Путин распорядился распределить электричество по всему полуострову. Зажегся ли свет в Крыму, мы спросили у его жителей. Вам как сказать, как надо или как есть на самом деле? Вечером у нас уже свет был, с утра проснулись тоже свет, в обед я заходила домой, тоже свет был. Красиво, хорошо. Спасибо нашему президенту. Дал команду и сделали. Почувствовал 2 часа разница. И думаю, будет дальше лучше, будет еще больше света. Только радость у всех, как говорится, на устах. И все с благодарностью о том, что у меня даже слезы, вы знаете, выступают. Потому что Россия не бросила людей в беде.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий сейчас пост главы Одесской области, лишен грузинского гражданства. Распоряжение подписал президент Георгий Маргвелашвили. В тексте документа говорится, что Саакашвили лишен гражданства в связи с получением паспорта гражданина Украины. Однако есть предположение о том, что главной причиной лишения его гражданства стало более активное участие экс-президента в политической жизни Грузии. Зураб Двали продолжит тему. Губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лишили грузинского гражданства довольно быстро. Практически вопрос был решен в течение суток. Накануне Минюст страны обратился к действующему президенту с рекомендацией лишить Саакашвили гражданства, так как он стал гражданином Украины. По грузинскому законодательству двойное гражданство запрещено. Само распоряжение сегодня появилось на сайте главы государства Георгия Маргвелашвили в первой половине дня. В тексте информации в частности сказано: Михаил Саакашвили, рожденный 21 декабря 1967 года, наряду с другими гражданами Грузии, получившими гражданство других стран, лишен гражданства Грузии. Происшедшее было вполне прогнозируемо. Ни для кого не секрет, что нынешняя грузинская власть всегда крайне неодобрительно реагировала на попытки Саакашвили участвовать в политической жизни страны. Да и сам экс-президент Грузии, даже на посту губернатора Одесской области, не раз заявлял, что намерен бороться за победу на предстоящих выборах его партии «Национальная мечта». В Россию в рамках благотворительного тура приехал легендарный уличный цирюльник. Назир Сапхани раз в неделю стрижет самых бедных жителей уральских городов и ведет с ними задушевные беседы. Несколько человек после таких стрижек кардинально изменили свою жизнь. Об этом Назир рассказал нашему корреспонденту Екатерине Пономаревой. Австралийский парикмахер Назир Сапхани готовится к стрижке клиентов в Тюмени. Его уличная парикмахерская умещается вот в этом кейсе. К походным условиям он привычен. Но, говорит, в России впервые дезинфицируют расчески в заварочном чайнике. Буду всем рассказывать. Александра Попова на старости лет из квартиры выставил сын. Так мужчина оказался в приюте. К настоящим сибирским бомжам, что живут на теплотрассах, организаторы поездки Назира не пустили. Холодно и слишком уж колоритно. Под его машинку и ножницы отправили жители социального приюта. Назир Сапхани известен миру тем, что раз в неделю выходит из барбершопа, чтобы бесплатно стричь волосы и брить бороды бродягам. Он сам когда-то был наркоманом и знает, как сложно выбраться с улицы. С бродягами он ведет задушевные беседы, помогает советам. Для них он кажется больше, чем цирюльник, скорее врачеватель душ или добрая фея в татуировках. Всем нужны внимание и забота. Неважно, белый ли ты, чернокожий, богатый или бедный. Когда я делаю им стрижки, я благодарю их за то, что они разговаривают со мной, за то, что они позволили себя постричь. Так они чувствуют, что тоже дали мне что-то, и это дает им возможность почувствовать себя сильными. Впрочем, поговорить по душам с российскими бездомными у Назира не получилось. И дело не только в языковом барьере. У здешних бродяг проблемы совсем другие. Его австралийских уличных клиентов топят наркотики, алкоголь и криминальное прошлое. А в России бродягами чаще становятся из-за беззакония, бедности и обманщиков-риэлторов. Здесь люди становятся бездомными просто потому, что они потеряли свое жилье или его отняли у них совершенно легально. Поняв это, Назир, кажется, немного расстроился. Закончил стрижки и обещал в Россию вернуться летом и привезти бродягам помощь посерьезнее, чем кейс с бритвами и расческами. Екатерина Пономарева для настоящего времени. В Узбекистане возрождается национальная конная игра «Бускаши», или, как ее еще называют, «Улак». В этой игре всадники состязаются за тушу козла или молодого барана. Победитель должен прийти к финишу, не позволив отбить добычу другим. Это традиционное состязание популярно во всех странах Центральной Азии, но с недавних пор в Узбекской республике оно переживает настоящий ренессанс. Вы видите кадры этой игры, снятые нашими корреспондентами в Ташкентской области в кишлаке Бешкол. В последнее время традиция проводить улак по случаю обрезания мальчика или по поводу других семейных праздников родилась здесь практически заново. Улак организует хозяин дома, где проходит торжество, а его друзья делают подарки участникам состязания. Это могут быть деньги, животные и даже ковер. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.